Здравствуйте! В эфире телеканала «Салям» Ишимбайские новости. В студии Дина Мурзина. Коротко о главных темах выпуска. Городу трудовой доблести и славы Ишимбаю 80. Отдать дань памяти и возложить цветы к памятнику первооткрывателей башкирской нефти пришли горожане, руководители предприятий и организаций, общественники, депутаты, кадеты. В начале февраля в сельских поселениях Ишимбайского района начались сходы граждан. Большие дела для малой родины. Во Дворце культуры со студентами различных вузов, уроженцами Ишимбая и Ишимбайского района встретились руководители администрации, представители предприятий и организаций. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники пожарно-спасательной части номер 42 проводят практические занятия для участников добровольных пожарных команд. В налоговой службе номер 25 подвели итоги работы Ишимбайского межрайонного отдела судебных приставов. Центр амбулаторного диализа «Агидель» приглашает ишимбайских пациентов бесплатно воспользоваться услугами центра. Все на лыжи. Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020» приняли участие более 450 ишимбайцев. Городу трудовой доблести и славы Ишимбаю 80. 10 февраля 1940 года рабочий поселок, выросший из нефтепромысла имени Кирова, получил статус города республиканского подчинения. Именно в этот день было подписано постановление Президиума Верховного Совета РСФСР. В день юбилея на площади первооткрывателей башкирской нефти состоялся торжественный митинг, посвященный юбилею города. Отдать дань памяти и возложить цветы к памятнику пришли горожане, руководители предприятий и организаций, общественники, депутаты, кадеты. Ишимбайская земля сыграла судьбоносную роль в истории нашего края, став настоящей колыбелью башкирской нефтяной отрасли. Здесь в мае 1932 года из скважины номер 702 забил первый фонтан нефти, с которого берет начало нефтедобывающая промышленность Башкортостана. В начале февраля в сельских поселениях Ишимбайского района начались сходы граждан. В них принимают участие глава администрации муниципалитета, представители различных служб и ведомств. На собраниях перед жителями глава администрации совместно с главами сельсоветов отчитываются о проделанной работе. Вместе с сельчанами определяют, какие планы удалось выполнить, а где еще надо доработать. Вопросы у жителей сел во многом схожи. Это водоснабжение и газификация сел, содержание дорог, освещение улиц, благоустройство и земельные вопросы. Однако жизнь на селе также не стоит на месте, говорят участники сходов. У жителей появляются новые запросы: работа интернета и сотовой связи, охват поселения общественным транспортом и другие вопросы. Такие встречи важны тем, что специалисты на месте дают по всем вопросам разъяснения. Сходы продлятся до конца месяца. Большие дела для малой родины. Совсем недавно мероприятие под таким названием состоялось в стенах Уфимского конгресс-холла «Таратау». Со студентами различных вузов, уроженцами Ишимбая и Ишимбайского района встретились руководители администрации муниципального района, представители предприятий и организаций для того, чтобы привлечь молодежь в наш город. На днях такая встреча прошла во Дворце культуры Ишимбая. Это уже вторая встреча с молодежью, на которой руководство района призывает ребят после учебы вернуться в родной город. Заявленная цель мероприятия – рассказать, а главное – показать ребятам жизнь родного города. На выставке в фойе дворца представители ишимбайских предприятий и организаций рассказали студентам о своей деятельности, возможностях и вакансиях. И муниципалитет, и город очень заинтересованы в студентах, выпускниках, в рабочих, которые бы вернулись и отдали бы свою жизнь, обустроились бы здесь семьями и работали во благо нашей республики. В СУЗах обучается порядка 3000 ребят, а в вузах около 900 студентов, выходцев из Ишимбайского района. Они получают знания по различным направлениям и специальностям. В основном это студенты гуманитарного и технического направления, а также медицинского университета. Все интересно, много выставок, много чего узнал, повидал друзей старых. Я учусь на программиста на 4-м курсе. Моя будущая профессия – это техник-программист. Я могу работать в разных организациях, программировать, помогать, разрабатывать системы информационные. С удовольствием приехала, когда узнала, потому что было и приглашение. Спасибо большое администрации, потому что
это действительно масштабное мероприятие, где я смогла встретиться со всеми своими одноклассниками, и не только с одноклассниками, так как я училась в музыкальной школе, детской школе искусств, и увидеться со своими учителями. Очень здорово. Сегодня в районе отмечается нехватка кадров, в первую очередь в сфере здравоохранения. Также востребованы техники, молодые преподаватели, которые смогут обучать детей по инновационным методикам. Нуждается наш город и в выпускниках аграрного университета. Задача какая стоит? Сегодня показать перспективы и возможности развития нашего Ишимбайского района и города Ишимбай. Возможно, вы по итогам сегодняшнего совещания поменяете свои планы, свое отношение к городу. Чуть-чуть, если мы вас заинтересуем, где-то зацепим вас, то поверьте, мы обязательно воспользуемся данной предоставленной возможностью и вас будем тащить обратно в свой Ишимбайский родной район. Общение построили в форме живого диалога. Молодых людей интересует трудоустройство, жилищные программы, развитие инфраструктуры города. Сообща определяли цели и задачи, обсудили будущее Ишимбая. В завершении встречи опытом работы поделились местные предприниматели. Дина Мурзина, Ильназ Беккузин, Артем Наговицын для информационной программы. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники пожарно-спасательной части номер 42 проводят практические занятия для участников добровольных пожарных команд. На днях они побывали в Арметовском сельском поселении. Во время визита особое внимание уделили отработке приемов работы с прицепной пожарной техникой. Наша съемочная группа побывала на учениях. Заборы, подача воды, работа с пожаротехническим вооружением. Практические занятия по отработке приемов работы с прицепной пожарной техникой сотрудники пожаро-спасательной части 42 провели с составом добровольной пожарной команды Арметовского сельского поселения. 2, 3, 4. На 2 деревни поселения, Верхний и Нижний Арметово, существует одна добровольная пожарная команда. Всего во всех 13 сельсоветах Ишимбайского района ведут работу 16 дружин. Каждые сутки на дежурство в подразделении добровольной пожарной команды на территории муниципального района заступает 16 человек, 16 единицами пожарной техники. Всего на территории муниципального района Ишимбайский район в 13 сельских советах создано 16 добровольных пожарных команд. Численностью 67 человек. Прикрытие силами ДПК составляет более 55%. Это более 11 тысяч человек населения и 63 населенных пункта. Всего на вооружении ДПК района находится 24 единицы техники, 14 из которых пожарные автоцистерны и 10 единиц специальной техники. Также в наличии 2 единицы прицепной пожарной техники. В прошлом году силами добровольной пожарной команды потушено более 140 пожаров. Из них самостоятельно 42 пожара. Елена Рей, Айнур Ахметов для информационной программы. Представители администрации, прокуратуры и конкурсные управляющие Башстройресурсы выехали на строительные площадки проблемных объектов по вопросу обманутых дольщиков. Жилые дома по адресам Заки-Валиди 18Б и Молодежной 10 начали строить в 2014 году по методу долевого строительства, которое планировали завершить к 2015-16 годам. Однако застройщик заморозил стройку, оставив потенциальных жильцов без квартир. Проблема обманутых дольщиков, конечно же, всегда находится на нашем контроле. Мы постоянно анализируем ситуацию. Сегодня выступили с инициативой, чтобы с администрацией и с конкурсным управляющим встретиться непосредственно на объектах незавершенного строительства, обсудить состояние работы по восстановлению прав обманутых дольщиков и выработать пути решения. В данный момент производится защита прав пострадавших граждан. На руководителей и учредителей заброшенных строек поданы исковые заявления в арбитражный суд об убытках на сумму более 16 миллионов рублей. Благодаря помощи Фонда социально-целевых программ Республики Башкортостан совместными усилиями с конкурсным управляющим, арбитражным управляющим Ставрифовичем, мы сумели снизить, скажем так, количество обманутых дольщиков с 23 человек до 13 человек. То есть 11 человек уже удовлетворили свои требования к застройщику.
И получается, вот у нас сейчас остались 13 человек. Из них 5 аффилированные лица, участники экономического преступления, способствовавшие выводу актива. На них поданы исковые заявления с требованием признать сделки недействительными на сумму 9 миллионов рублей. По вопросу 8 дольщиков ведется сбор документов, чтобы через суд реализовать их право на возврат денег. 11 обманутых граждан уже получили свои вложенные средства и претензий к застройщику больше не имеют. В преддверии профессионального праздника специалисты межрайонной налоговой службы номер 25 пригласили учащихся Башкирской гимназии-интерната номер 2 на экскурсию в налоговую инспекцию. Ребят познакомили с работой различных отделов налоговой службы, а также рассказали о новом специальном налоговом режиме в виде налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Подробнее далее. Представители различных отделов правового, отдела учета и работы с налогоплательщиками, отдела камеральных проверок рассказали школьникам об особенностях работы. Также с учениками обсудили важность исполнения гражданской обязанности – своевременно уплачивать налоги. Ребята узнали и о внедрении новых технологий, развитии интернет-сайтов налоговой службы для удобства клиентов. Налоговая культура и ответственность в выполнении конституционных обязанностей должна закладываться с детства. Поэтому у нас сложилась хорошая традиция приглашать школьников на семинары, направленные на повышение налоговой грамотности, на воспитание подрастающего поколения правильного отношения к налоговому законодательству. Также мы с учениками обсуждаем вопросы профессиональной ориентации. Немало в нынешнем году и нововведений. С 1 января Республика Башкортостан участвует в эксперименте по установлению специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. На новый налоговый режим можно перейти добровольно и в таком же порядке прекратить его применение. Новый специальный режим могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели, которые одновременно соблюдаются следующие условия. Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, ведут деятельность в регионе, на котором применяется эксперимент. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, не имеют наемных работников, и вид деятельности, которых осуществляется, и сумма дохода не подпадают под перечень исключений, указанных в пункте 4 и 6 Федерального закона номер 422 ФЗ. Налог на профессиональный доход могут использовать физические и индивидуальные предприниматели, занимающиеся, к примеру, удаленной работой через электронные площадки, продажей продукции собственного производства, фото- и видеосъемкой на заказ, сдачей квартиры в аренду и прочей самостоятельной деятельностью. Зарегистрироваться самозанятым можно в мобильном приложении «Мой налог», в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС России, через уполномоченные банки или же с помощью учетной записи единого портала государственных и муниципальных услуг. Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. В межрайонной налоговой службе номер 25 подвели итоги работы Ишимбайского межрайонного отдела судебных приставов за 2019 год. Сегодня мы подводили итоги за 2019 год и поставили новые задачи на 2020 год. Хотелось бы сказать, что по итогам 2019 года наш отдел достиг неплохих результатов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Но на этом мы останавливаться не будем. Значит, у нас сейчас в особенности идет законодательство, меняется. Именно законодательство идет по замене нашей службы. Если мы раньше были государственными гражданскими служащими, то теперь будем органом принудительного исполнения. Представители отдела настоятельно рекомендуют гражданам, получившим постановление о возбуждении исполнительного производства, не избегать судебных приставов, а обратиться в службу и дать объяснение по поводу возникновения задолженности. В противном случае пристав-исполнитель имеет право арестовать счета должника в банках, выявить место его работы и направить документы на удержание зарплаты, ограничить должника в праве выезда за границу Российской Федерации, изъять водительское удостоверение. Узнать о своих задолженностях можно, воспользовавшись интернет-ресурсом Банк данных исполнительных производств или же записавшись на прием в Ишимбайский межрайонный отдел судебных приставов. Центр амбулаторного диализа «Агидель» – это новое слово, революционный шаг в лечении и поддержке пациентов с почечной недостаточностью и болезнями почек. Здесь помощь оказывают бесплатно по медицинскому полису. Услугами лечебного учреждения могут пользоваться и ишимбайские пациенты. Их бесплатный подвоз также организует медицинское учреждение. О Центре амбулаторного диализа «Агидель» смотрите в следующем сюжете.
Центр амбулаторного диализа «Агидель», который функционирует в Салавате, это новое слово, революционный шаг в лечении и поддержке пациентов с почечной недостаточностью и болезнями почек. Здесь помощь оказывают бесплатно по медицинскому полису, а самое главное, для пациентов из Ишимбая организован бесплатный подвоз. Оснащено медицинское учреждение по последнему слову техники, начиная от одного из главных пунктов водоподготовки. В центре гемодиализа «Агидель» 2 просторных зала, 11 современных аппаратов для проведения процедуры. Этот центр «Агидель», он абсолютно полностью соответствует всем европейским нормам диализных центров. Это новейшее немецкое оборудование компании Fresenius, почки 4008S, которые позволяют не просто проводить высокоэффективную и безопасную, самое главное для пациента, процедуру, но и онлайн, то есть в течение процедуры мониторировать качество лечения с помощью объективных показателей КТВ, так называемые. Опытные диализные пациенты знают, что это такое. Позволяет оценить эффективный объем кровотока, то есть сколько крови эффективно мы профильтровали, то есть очистили. Позволяет отслеживать параметры системной гемодинамики, параметры электролитного состава плазмы. То есть это все происходит вот прямо сейчас, в данный момент времени, вот конкретно сейчас пациент. Это позволяет совместить в аппарате функции лаборатории, сэкономить время пациентов и создать комфортные условия. Тамара Тарасовна недавно стала пациенткой центра и не нарадуется сервису, отношению специалистов и удобству. Отношения не то что хорошие, а очень хорошие. Что у врача, что у медсестер, даже вот санитарка. И та подойдет несколько раз, предложит то чай, то что-нибудь закусить, может быть, бутербродик. Это, ни в одной больнице такого еще не видела. Я лежала и в Уфе, и в Стерлитамаке, и чтоб так относились, нет. Лечение здесь включает не только процедуру гемодиализа, но и наблюдение, подбор лекарственной терапии и контроль, создание благоприятного психологического фона и, конечно, обязательный этап приему врача. Каждый пациент, прежде чем на каждой процедуре, обязательно проходит через прием со мной. Это обязательно. Без того, чтобы я не оценил его состояние здоровья, жалобы, я не подключу его к машине. То есть каждый пациент, прежде чем, даже если это мой стабильный диализный хроник, каждый раз, каждое утро или день, когда он приходит ко мне, он обязательно осмотрен врачом-нефрологом, то есть лично мной. Центр оснащен системами экстренной помощи, система вентиляции и пожарной безопасности соответствует Санпину. Устройство помещения придумано с учетом удобства и комфорта для пациентов. И главное сокровище центра – его сотрудники. Команда профессионалов, любящих и знающих свое дело. Каждый месяц в центре диализа «Агидель» пациентам проводят необходимые анализы, а при необходимости больных обеспечивают препаратами железа, кальция, витаминами и другими средствами. У каждого пациента есть телефон лечащего врача, который готов принять звонок и проконсультировать подопечного. Также здесь организовано и бесплатное питание после процедуры. Зачастую совместные трапезы становятся не только приемом пищи, сколько душевным общением пациентов и специалистов. Мне очень нравится здесь все. Врачи, медсестры вот за мной ухаживают очень хорошо. Мне удобно, я очень сильно болела, мне полегче стало. Мне спускаться, я думала, очень будет тяжело, мне помогают здесь все. Даже врач помогает спускаться. Центр амбулаторного диализа «Агидель» может принять 90 пациентов, и эта цифра вполне может вырасти. Планируется расширение учреждения. Пациентов с почечной недостаточностью и болезнями почек ждут в центре диализа «Агидель» по адресу город Салават, бульвар Салавата Юлаева, 87. Пациенты из Ишимбая могут задать интересующие вопросы и записаться по телефону в Салавате 38 50 56. Телефон заведующего отделением 8 918 114 27 12 и телефон генерального директора в Уфе 246 38 16. Дина Мурзина для информационной программы. Все на лыжи. На территории лыжной базы состоялась зимняя спартакиада трудящихся в рамках 37-й открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020». Участники соревнований, сотрудники предприятий и организаций всех форм собственности, сельских советов, учебных заведений, администрации, а также семейные команды с детьми до 13 лет. На открытии соревнований побывала наша съемочная группа.
В рамках всероссийских массовых стартов «Спартакиада лыжня России-2020» по традиции прошла и в Ишимбае. Несмотря на похолодание, с самого утра участники собрались на территории лыжной базы с позитивным настроем и желанием показать лучший результат. Отрадно то, что данная акция, она когда-то стартовала у нас на территории Республики Башкортостан в городе Уфа. Поэтому мы принимаем данную эстафету и достойно именно на нашей легендарной лыжной базе проводим данное мероприятие. Среди главных целей спортивного состязания не только массовое привлечение трудящихся к здоровому образу жизни и выявление сильнейших спортсменов, но и создание позитивной атмосферы, ощущения спортивного праздника. Сегодня мы приехали с педагогическим коллективом нашей школы, самыми активными коллегами. И у нас сегодня очень позитивное настроение, мы активные, мы приехали за победой. И, конечно же, главное – удача. Такие моменты, они, наверное, сплачивают коллектив. И такая положительная атмосфера во всем коллективе. И благодаря вот таким мероприятиям, я думаю, что мы будем постоянно участвовать. Это мероприятие – еще одна возможность встать на лыжи, заняться физической культурой и спортом как для молодежи, так и для старшего поколения. С детских лет занимаюсь лыжами, легкой атлетикой. Потом уже, когда училась, начала плавать. Научилась плавать, до сих пор занимаюсь спортом. Продолжаю участвовать во всех соревнованиях, хотя уже я на пенсии. Выигрываю все соревнования по возрасту. Конечно, среди молодежи стараться выигрывать очень сложновато, но, надеюсь, сегодня хорошо выступит. Первыми стартовали участники ВИП-забега, в состав которого вошли руководители предприятий, организаций, учреждений, администрации сельских поселений. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Поддержим наших участников! Дистанции забегов для мужчин 2 километра, для женщин 1 километр. Участники семейной лыжной эстафеты бегут на 600 метров для мужчин, 400 метров для женщин и 200 метров для ребенка. Спортсмены финишируют в хорошем расположении духа и уверяют, что с удовольствием примут участие в традиционных соревнованиях снова и снова. Это заряд здоровья дает, и, во-первых, эмоций, и всеобщая радость. Такие массовые мероприятия, они помогают людям немножко развеяться от будней, от всех своих печалей. Лес, природа, свежий воздух, все хорошо. Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. И на сегодня это все. Всего доброго. До свидания.